Поговорим сегодня о важности образования, о выборе профессии, о языке с кандидатом политических наук, деканом филологического факультета Алимия Ханум Абселямова. Ассаляму алейкум. Алейкум селям, Ханум. Благодарна вам за приглашение. Для меня это новый такой формат. Вот, и посмотрим, что получится. Хотела вопрос задать такой. Ваша профессия, она не мужская, нет? Такая сложная. Как вы ее выбрали? Вы знаете, говоря о выборе, да, с конца начну отвечать. Говоря о выборе, вся жизнь наша — это случайности. Искренне говорю, это было очень случайно, потому что я 2 года поступала на исторический факультет, и оба года, признаю, я не поступила. Не поступила, а потом так случилось, что думаю, ну ладно, ну не история, но пусть будет востоковедение. В это время открылся Таврический экологический институт. Я туда думаю, либо на юридический пойду, либо на востоковедение. Прихожу, и тут и там уже все, набранные группы. А вот только политология осталась не набранная, видите? Вот случайности. И я с твердым намерением, что я вот поступлю на политологию, на политологический факультет, тогда еще отделение, а потом во 2-м семестре переведусь. 2-й семестр пришел, а переводиться мне совсем не захотелось, потому что был классный факультет, прекрасный декан, прекрасный педагогический состав, прекрасные одногруппники. Это было почти 30 лет назад, но вот это ощущение твоего интеллектуального творчества, твоей интеллектуальной свободы, оно было очень важным. Плюс ко всему, сами преподаватели, я вот много говорю об этом, я всегда об этом говорю, я им очень благодарна. Петру Васильевичу Кузьмину, Лариса Павловна Салыга – это из тех людей, которых я могу назвать своими учителями. Потому что вот такая жизненная мудрость, какой-то, наверное, то, что тебя сформировало как человека, не как профессионала, а как личность. Вот это вклад этих 2 людей, особенно Ларисы Павловны, потому что ее мудрость, мы с ней до сих пор созваниваемся, и я ей очень благодарна. Вы же говорите о Таврическом экологическом институте. Да. Я тоже поступала туда. На какую специальность? Востоковедение. Востоковедение, потому что я там вела. Да? Я вела в них, да. Востоковедение. И, кстати, это был такой институт, в котором была, наверное, такая атмосфера, удивительная атмосфера, потому что, ну, я могу сравнить, потому что училась потом, заканчивала ТНУ, и там было все по-другому. Вы знаете, у нас было даже, вот я говорю своим студентам, у нас была такая вот практика, раз в год к нам приглашали известных ученых всей Украины. Это было круто. Да. У нас читал лекции Обушный, у нас читал лекции Почепцов, у нас читал лекции Выдрин. То есть для тех, кто вот в теме, это реально очень такие серьезные имена. Причем это были как украинские, так и российские. Вот я беру учебник Панарина, он у нас читал лекции, да, вот такой интенсив был. Вот. И это ты сейчас не помнишь информации, которую они тебе говорили, но ты помнишь атмосферу. Ты помнишь атмосферу вот такого вот интеллектуального, наверное, вызова себе. Ты поражался, что так можно. И ты понимал, что у тебя есть к чему стремиться. Это очень большой отпечаток накладывает на тебя, как на личность, мне кажется. В рамках нашей национальности, вот крымские татарки, у девушки очень много проблем, которые предстоит ей, задач, которые предстоит ей решить, да, определиться в жизни, выйти замуж, родить детей, воспитать детей. Нужно ли ей получать высшее образование? Вы знаете, вот на этот вопрос я вот, наверное, буду где-то категоричной. А кто воспитывает детей? Мама. Мама какой должна быть, чтобы воспитать интересных, интеллектуальных, там, не знаю, адаптирующихся детей. Все ценности в жизни вкладывает, большую часть ценностей, я сейчас не умаляю мужскую часть ни в коем случае, но отношение к жизни, систему мировоззрения, эмоции, реакции, это все вкладывается матерью. Вот поэтому я почему говорю, что женщина, девочка, а для крымских особенно, она должна быть интеллектуалкой,
она должна быть начитанной. Не может женщина, девушка, крымская татарка быть не умной, не начитанной и так далее. Я не хочу сейчас про пафос, да, там, это твой долг перед народом. Я не про это сейчас. Я про то, а как ты будешь воспитывать детей своих, если этот мир так изменчив. Вот многие социологи и менеджеры говорят, что в современном мире человек, чтобы быть успешным, он должен уметь в течение 7 лет менять свои навыки. Да. Представляете? Это как? Это раньше люди 18 лет зашел на завод и до пенсии вышел с этого завода, да? И там 50 лет на одном месте проработал. Сейчас такого нет. Это поколение. Теория поколений возникла в начале 20 века. Всего лишь даже 150 лет нет. Почему? Потому что до этого люди, межпоколенная разница, межпоколенные изменения, они не были ощутимы. Люди жили в рамках традиционного общества, межпоколенных различий было мало. Все, что в тебя твои предки вложили, вот ты с этим багажом и шел. Да. Сейчас это не так. Сейчас багаж твоих предков, вот в формальном смысле, да, он не так актуален. Вопрос в твоих способностях. Адаптироваться, учиться, изменяться, не знаю, достигать чего-то, да, правильно реагировать на это. Кто закладывает фундамент человеческого мировоззрения? Конечно же, мать. Поэтому какой она должна быть? Вот и ответ. А для нашего народа это особенно важно, потому что нам этому миру надо говорить не с точки зрения качества. Вот это важно. С точки зрения интеллектуального качества. Уж который раз это слово говорю, но это очень важно. Вот это наша интеллектуальность. Мне, например, учили «Стен башкалана бакма». Ты должна быть лучше, чем остальные. Все равно, какие остальные, но ты должна быть лучше, чем они. Поэтому это важно для нас сейчас. Вот это залог нашего выживания. Да. Я здесь согласна. И вот мой следующий вопрос. Сейчас очень актуально заниматься своими детьми. То есть обязательно они должны ходить на плавание, потому что это развитие, да, скелета. Обязательно заниматься музыкой, вокалом, танцами. И всем этим в основном занимаются женщины, потому что мужчины зарабатывают. Ну и когда же ей заниматься саморазвитием? Вот такой вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что мои дети не ходят ни на английский, ни на конный спорт, ни на плавание. Я не знаю. Вот. Но я, честно скажу вам, не совсем сторонник вот такого стопроцентного драйва, в кавычках, в плохом смысле этого слова. Потому что все-таки сейчас со мной могут не согласиться. Я не про то, чтобы со мной соглашались. Я о том, что насколько это адекватно. Насколько нужно, чтобы твой ребенок ходил на тот же конный спорт. Ну, я сейчас примитивизирую, безусловно, да. Я не знаю ответ на этот вопрос. Честно, я своих детей не вожу никуда. Вот. У меня 3 детей, достаточно не маленьких. Я не знаю, нужно ли это. Мне кажется, надо очень четко разделять, да, понятие моды, когда все, там и я, там же тут же буду это делать, да. Это один момент. И второй еще очень важный момент – несбывшиеся родительские мечты. Да. Не надо компенсировать на своих детях свои несбывшиеся мечты. Да. Вот. Если ты хотел всю жизнь играть на скрипке, это не нужно заставлять своего ребенка делать это. С этим, конечно, я согласна. И вы сказали, что у вас 3 детей. А какого они возраста? Дочь старшая, 21 год, сын, как он говорит, центровой, он не говорит средний, он говорит, я центровой, 17 лет, и младший 9-летний. Машалла. Как вы развиваете, своих детей? Изначально самое, что я, наверное, делала всегда, я много им читала. Вот настолько много, насколько они были готовы впитывать. Постоянно читать. Вот То это, есть вы я считаю, садились в круг, и вы вслух им читали? вслух обнимали, да, абзац ты, абзац я, абзац ты, абзац я. Мы так читали. Вот, да, даже вот недавно, даже младший уже, казалось бы, да, вот ему меньше досталось чтения, он что-то вот какой-то нечитающий товарищ. Вот, но вот этот факт чтения и того, что книга сейчас, вот многие говорят, да, мой не читает книги. Я тут хочу задать вопрос родителям, а вы сами много читаете? Да. А вы сами показываете, что вот как вы можете говорить ребенку читай, если ты сам в руки книгу не берешь? Вот, поэтому здесь я не буду говорить, да, там культ чтения и так далее, я не об этом сейчас. А о том, что их поколение детей, наше поколение – это так называемые дети с ключом на шее.
Да, мы самостоятельные. Для нас источником информации всегда была книга. Да. Для них источник информации больше. Для них не книга источник информации. В науке это называется сменой коммуникативных технологий, сменой коммуникативных практик. То есть они информацию черпают не только из печатной книги, но и из иных видов информации. Поэтому здесь уже, мне кажется, вопрос стоит не о том, чтобы просто читать им книги, а о том, чтобы прививать навык получения информации, ее систематизации правильной, да, и умение эту информацию добывать и использовать. Вот в этом самая главная задача, мне кажется, современного родителя. Плюс ко всему учить детей быть, ну, условно сейчас скажу такое слово, да, стрессоустойчивыми. Правильно реагировать, правильно действовать, правильно ставить цели. И в случае недостижения на это адекватно реагировать. Вот это вот эти моменты, мне кажется, очень важны для современных детей. Не надо их загонять. Не надо ребенка, ну, мне так кажется, загонять. Там, вот, там, через каждые 15 минут там, у тебя какие-то вещи, да, туда побежал, сюда побежал. Не надо суеты. Надо, чтобы ребенок мог быть саморегулирующейся системой. Но насколько маленький, ребенок это может сделать, я не знаю. Ну, дети бывают разные. Скажите, пожалуйста, ну да, вот некоторым приходится больше внимания выделять, ну, даже вот из 3 детей, да, некоторым меньше, некоторым покажешь, и они уже сами, а вот какому-то ребенку нужно больше внимания уделить. Я хотела спросить, что вы читали? Детям, в смысле? Да. Ну, во-первых, конечно, все сказки. Сказки это всегда, это однозначно. Причем ты читаешь по-русски, переводишь на крымско-татарский, читаешь по-крымско-татарски. То есть много читать сказки. Потом был какой-то период, они сами очень любили стихи. Вот прямо вот очень много. Причем у нас было даже такое, я читаю одну строчку, ну, идем куда-то, да, ребенок читает другую строчку, второй ребенок третью строчку. То есть вот этот момент вот такой вот. Ну, вот приключений очень много. У меня даже, я, честно, не жалею деньги на книги, никогда не жалею. Вот, приключений очень много. Ну и фантастику. Теперь они подросли. Вот. И это очень здорово. Я сама люблю фантастику, и они много читают. Вот. Я не говорю, что это может хорошо, я даже не против, но про факт того, что почему это... Вот иногда я задумываюсь, почему фантастика один из самых востребованных жанров сейчас. Потому что он создает некую адаптацию к реальности. Вот, поэтому читают фантастику, и хорошо. Вы знаете, я вот в этом году тоже читаю детям, и в этом году уже 10 лет, как мы читаем. Вот как старшая родилась, ей сейчас 13, и вот как ей было 3 года, мы начали читать. Потом присоединился центровой, тоже сын у меня, и младшая сейчас... Ну, сейчас, конечно, старшая больше она занята, и как бы она уже не участвует в наших чтениях, но средняя и средний сын и младшая дочь, они прям вот каждый вечер приходят ко мне с книгой. И иногда вот просто уже устаешь, язык заплетается, иногда вот простываешь, там нет голоса, но все равно мы хоть одну главу, она одну главу. И мы вот читаем. Действительно, сейчас пока мы на приключениях, вот, и фантастику очень любят. Ой, сейчас много. Много. И современников очень много, очень интересно. И даже мне самой интересно. Потом мы совместно еще смотрим фильмы прочитанные. И они находят вот здесь, они не полностью экранизировали. Я говорю, Балам, ну понимаешь, там же книга большая, 300 страниц, а здесь всего должно быть. Еще знаете, что вот интересно? Я вот вспоминаю себя в их возрасте, да, это другое поколение. Я не говорю, что их хуже или лучше, я не об этом сейчас. Они по-другому мыслят. Да. Они замечают такие вещи, которые ты не замечаешь. Вот, недавно ходили на фильм «Баллада о змеях и певчих птицах». Это известная трилогия «Голодных игр». И вот там я не думала, что это так глубоко. Признаю, мы едем обратно, обсуждаем этот фильм. Мне говорят, ты посмотри, какие символы. Вот такой символ, вот такой. Даже цвет цветка в петлице, они видят в этом символ, они видят в этом информацию. Мне это как бы так, ну да, заметила. Но оказывается, даже в этом, то есть они мыслят
совсем не так, как мы. Они качественно по-другому мыслят. И в этом ценность поколения этого. Я вот работаю с молодежью очень как бы, в силу своей деятельности и вижу, они на самом деле другие. Другие в каком смысле? Хуже? Они Лучше? мыслят по-другому. Я, знаете, всегда вот и студентам говорю, никогда в оценочную сферу не ухожу. Я не про это, а по качеству другие. Да. Они, может, не так хорошо знают таблицу умножения, как мы, да? Но они мыслят по-другому. Они видят контексты другие, они видят другие смыслы, у них другая глубина. У них в голове, ну я сейчас научное слово скажу, да, методология мышления иная. И вот поэтому они адаптивнее, да, они быстрее учатся, чем мы. Вот. Для нас учиться – это учеба, это труд. А для них учеба – это владение навыками. Этими овладел следующими. То есть они очень динамичны. И это правильно. Потому что в современном мире с его динамикой, с его глобализацией, с его такими вот важными, быстрыми, конструктивными изменениями, а как по-другому? Если ты хочешь быть в топе, то ты должен уметь это делать, вместе с миром меняться. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь с воспитанием детей? Как вы с ними А кто сказал, находите? что я справляюсь? Что справляюсь или нет, посмотрим, когда они вырастут, совсем уже станут. Вот, устроить свою жизнь, достигнуть чего-то. Вот тогда можно сказать, что да, я молодец, я там справился. И то не факт. Это они, потому что вот, нет рецептов. На самом деле, это и не я еще кто сказал, что я справляюсь. Вот это бешеный темп. Иногда думаешь, ну вот здесь я не справляюсь, вот здесь они меня не услышали, вот здесь вот в этой ситуации, или вот старший, или вот средний, или вот младший. У вас бывают такие вот Бывает. моменты? И здесь, и там, там тоже не справляюсь. Вот, бывает. Я же не робот. Вот. Но, знаете, в этой ситуации, мне кажется, что самое важное, то, что ты, во-первых, задумываешься об этом, во-вторых, как на это реагируют твои дети. То есть готовы ли они поддерживать, ли, понимают ли тебя, насколько вот эти вот взаимодействия в семье. Вот это очень важно. То есть семья должна быть очагом безопасности. Семья должна быть тем местом, где тебя не будут ругать, бить, там, проклинать и так далее. В семье ты придешь, что бы с тобой ни случилось, ты должен знать, что вот здесь, в этом доме, с этими людьми я такой, какой я есть. С удачами, с неудачами, с умениями, неумениями. Получается, с успехом, с неуспехом. Именно здесь, в семье, меня принимают, понимают, любят, мне простят, помогут и так далее. Здесь я истинно, здесь я подлинно. Мне кажется, вот это самое главное для современного мира. Ну да. Самое главное, чтобы в какой-то вот проблемной ситуации, с какой-то проблемой они пришли именно в семью. За советом пришли именно в семью, а не где-то решали Да, это. да, вот это важно. А возможностей их больше. Поэтому семья в данном случае вообще не совсем конкурентоспособна даже в этом плане. Да. Прибегаете ли вы вот в воспитании своих детей к помощи каких-то специалистов, педагогов, я не знаю, психологов, психотерапевтов? Ну, читаю, смотрю много. Вот. Особенно раньше, как мне понравилось, как один из известных российских социологов говорит, это говорит, поколение родителей, которые начинали свое воспитание с труда Бенджамина Спока «Мой ребенок». Ну вот приблизительно, да, это поколение, да, мы начинали воспитывать со Споком своих детей. Вот. Но на самом деле много смотрю. Вот. И смотрю такое позитивные больше вещи, да, и по принципу ты можешь лучше. Вот, то есть надо. Я не, даже знаете, как сказать, вот эта наша голова всегда система должности. Должен. Да. А кто сказал, что ты должен? Да. Это, знаете, как у меня страница в Ютубе, рекомендации каких-то психологов. Обязательно это подростковый возраст. Я когда открываю вот эту ленту, листаю, наверное, это вот та ситуация. Вот сейчас родители такие, что обязательно так, какая-то проблема, и набираем что-то, смотрим. Да, Благо, да. что есть что посмотреть, Да. да. Есть ли у вас какие-то семейные традиции, вот, обычаи, которые помогают укрепить вашу связь с детьми? Да, есть семейные традиции. Одна из самых наших таких вот железобетонных традиций – это в конце, по завершении дня, когда мы приходим домой, обязательно чай или кофе. Это не просто чай или кофе, это обмен мнениями, это обмен эмоциями. Почему? Да, многие родители, может, знают об этом, да, правило 3 минут.
Надо выслушать первые 3 минуты, когда тебе говорят. Вот это искренне, вот это то, что самое наболевшее, нагоревшее, на то, что вот актуально. Поэтому мы это обязательно. Это просто обязательно. Не может быть по-другому. Мы садимся, разговариваем, как день прошел, какие эмоции, что получилось, что достигнуто. То есть вот это вот из тех традиций, которые позволяют нам быть, во-первых, семьей, во-вторых, дает вот это ощущение плеча, понимания и поддержки. Причем даже сами дети, она барховечек, там бричайчик, давайте, да, обязательно. Вот И это вы вот вот находите обязательно, время, обязательно. Это где-то силы. какие силы? Ради этого, может, весь день проходит. Не, я шучу, на самом деле, да, это обязательно. Это никогда не отменяется. Никогда. И, конечно, вот в выходные дни собака веса, когда мы все садимся, еще все как-то в халатах, где-то в пижаме, ну, не в пижаме, конечно, такое еще такое утреннее такое, но это обязательно, что все вместе, всем понятно, посмеяться, пошутить. Вот. У меня и бабам такой шутник. Вот мы обязательно собираемся вокруг этой истории. На что вы обращаете особое внимание в развитии детей? В каком смысле? Ну вот у вас вот, ну у каждого человека есть какие-то пункты, да, и вот здесь я, например, это считаю неважным, вот здесь я, например, ну, обращаю внимание, ну вот я не знаю, как вам объяснить. У меня, Какие качества надо да, воспитать детям? наверное. Интеллект и человечность. Мгм. А потом, соответственно, с интеллекта идут профессиональные качества, а с человечности идут все остальные качества. Доброта, порядочность, благородство, честность. Вы считаете, что человечность можно воспитать? Ну, я не могу сказать, что она есть или нет. Многие говорят, да, но жизнь меня таким сделала. Вот чтобы Мгм. жизнь такими их не делала, чтобы они оставались людьми, Мгм. в широком смысле слова, еще сочувствующими, сопереживающими, помогающими, да, честными, это очень важно, понятно, не обманывающими. Вот сыну всегда говорю, вот недавно еще ругала, говорю, не обманывай. Ты один раз обманешь, тебе верят, второй раз обманешь, говорю, тебе верят, третий раз обманешь, тебе верят, а в четвертый раз вообще не верят, понимаешь? Вот это такая субстанция. Доверие – это очень важная вещь. Ты можешь долго обманываться, но в один прекрасный день перестаешь верить, доверять, все. Вот поэтому, говорю, люди должны быть честными и порядочными. Как вы поддерживаете баланс между работой? Мы знаем, что вы работаете это 5 дней в неделю, да, даже может быть Больше иногда. больше, да, и как вы поддерживаете этот баланс между домашними делами, между воспитанием детей, своим как бы развитием и работой? Вот здесь тоже интересно. С низкого старта. Не знаю. Вот. Я даже еще говорю, а кто сказал, что я все успеваю? На самом деле, ну, я не буду вам сейчас рассказывать, ну, как мне тяжело, знаете. Ну, как все. Все же так делают. Не знаю. Не знаю, мне кажется, что я ничего не успеваю. Да нет. Мне тоже так кажется. Я тоже ничего не успеваю. На самом деле ничего успеваю. Но из технологических вещей я всегда пишу план. Вот честно. Это такая ежедневник поминутно. Зачастую бывает день у меня расписан до 15 минут. И потом А потом плюсики в конце плюсики. дня. Да, вот это обязательно, потому что иначе я реально, во-первых, занятий очень много, приходящих людей очень много, работы разнонаправленной очень много. Вот в этом вот, да, чисто технологически подхожу к делу. Как-то даже одно время тайм-менеджментом увлеклась, поняла, что не совсем наш вариант. Вот технологически нам не подходит. Вот вы анализируете вообще свое воспитание, свой разговор с детьми, и вообще вот у вас есть какая-то такая вот здесь я совершила ошибку. Вот есть какие-то такие ошибки, которые вы признаете и которые вот считаете, что нужно? Серьезный вопрос, я как-то не задумывалась об этом. Не, ну, наверное, есть ошибки. Ну, наверное, есть ошибки. Не знаю. Наверное, может быть, где-то нужно быть помягче, наверное, подобрее. Вот, возможно. А может и нет. Не знаю. Не знаю. Ну, поживем, увидим. Это вы знаете, как в детском саду воспитательница младшей дочери сказала мне такую фразу, вот я до сих пор не понимаю, она мне говорит, вы слишком любите своих детей, их надо любить меньше. Как это? А как это? Я не знаю, почему она так решила. Знаете, мне как-то недавно знакомая одна сказала, мне эта фраза так, знаете, до глубины души потрясла.
севге тойган бала. Мгм. Понимаете, это ребенок, который, в жизни которого было достаточно любви. Поэтому я, честно, я не понимаю, вот как вот так вот, как вы говорите, потому что любовь это очень важная вещь. Причем я так люблю, там нет, вот как-то это не совсем об этом. Я не знаю, как это. А вы строго разговариваете с детьми, да? Нет, Нет? я строго смотрю. И они все понимают, Ну, да? наверное. Для тех, кто не понимает, есть субтитры на моем лице. Если старший, младший не понимает, старшие объяснят, наверное. Если я начинаю заводиться, они понимают все, атас. Вот, поэтому они меня стараются теперь уже до такого состояния доводить. Вот, а помладше, ну, конечно, что же буду рассказывать, что все радужно? Нет. Вот, что они такие, знаете, вот в розовых рюшках? Нет. Дети как дети. Я даже вспоминаю, когда они маленькие были, какой-то момент так случилось, ну, я их оставила, прихожу, они в куче с тырцой. Вот. А сколько им тогда лет было, не знаю, если дочери, наверное, лет 6 было, то сыну года 2. Вот. А я смотрю, они в ТРЦ просто полностью. Я их вот так вот взяла, вот так, как есть, поставила в ванну обоих, и даже не снимая с них одежду, так вот пополивала их, вот, а потом уже искупала. То есть вот так, да. Не ругали? А что ругать? Вот. Ругаю, когда делают глупости. А это, ну да. Я вообще еще, знаете, как замечаю, что у них есть уже свои методы со мной, взаимодействия со мной. Вы, наверное, тоже замечали, да? Вот иногда вот злишься, вот в этом моменте я смотрю, они начинают по комнатам уходить, Рассеиваются. просто рассеиваются, да? Передислоцировались все. Потом через какое-то время сначала сын выглядывает. Так, успокоилась, наверное. Разведка. У них есть. Это у них самих надо спросить, потому что, ну, как бы мое видение – это мое видение. Единственное, не знаю, что Магаты Меньшинда – это значит Магаты Меньшинда. Вот, вообще не трогайте. Вот, бывают такие моменты, потому что всяко бывает в жизни, и вообще как бы так. Ну, ты же человек, ты же живой, ты же не оптимистическая, да, такая картинка. Вот, у тебя есть тоже проблемы какие-то и так далее. То есть, ну, я не знаю, об этом, наверное, лучше с ними самими разговаривать, но неотъемлемо, что важно, мне кажется, вот, добро, и то, что еще я уже говорила об этом, чтобы они понимали, что здесь, вот здесь они приходят сюда с проблемой, здесь их понимают больше, чем где-либо, здесь их поддерживают больше, чем где-либо, здесь их любят больше, чем где-либо. И именно в семье их не подведут, не подставят, не обманут. Вот это ощущение должно быть очень таким вот, не знаю, железобетонным. Пусть оно не проговаривается, но они об этом знают. При выборе профессии вы как-то влияете на мнение своих детей? Нет. Потому что вот моя практика была, у меня в дипломе написано специалист-политолог, преподаватель социально-политических дисциплин. На вручение диплома взяла свой диплом, вот так, как сейчас помню. Всем об этом говорю. Вот так взяла, сказала, я никогда не пойду преподавать. Ну, если что, 25 лет уже. Понимаете? Поэтому я ему об этом говорю. Нет, не влияю, сами пусть решают, кем они будут. Главное, чтобы они понимали, что работа должна приносить как физическое удовольствие, финансовое удовольствие, так и эмоциональное удовольствие. То есть на работе, которая тебе не нравится, жить и страдать не надо. Жизнь слишком ценна, чтобы страдать с тем, с чем ты не хочешь заниматься. Но такой гедонизм. Например, если вот я знаю, что вот эта работа, она, наверное, не приносит столько денег, не приносит столько эмоций, я же могу подсказать ребенку? Они знают лучше, чем мы, что им больше принесет денег. Поверьте. Вот про деньги они знают лучше. А как найти в себе силы принять, что вот ребенок скажет, вот я буду заниматься там спортом, я не буду архитектором. Ну, если у них, понимаете, у них сейчас, мне кажется, вот возможно, они же не на всю жизнь. Вот Да. надо вот это наше поколение было на всю жизнь. Все, вот ты вот на всю жизнь. Нет, ну не понравится, пойдет переучится, будет заниматься чем-то другим. Это интересно. Я вот так к этому отношусь. Вот. И подари маме диплом. Ну, я сказала, что подари маме красный диплом. Потом говорю, ладно. Не, на самом деле, вот у них в этом плане, еще я сама не люблю заниматься тем, что мне не нравится. Я не могу себя ломать через колено, делать то, что я не хочу делать. Меня это мучает.
А я не хочу, чтобы мои дети такие же, я их что ж такими воспитала. Они будут заниматься тем, что им нравится, то, что им приносит удовлетворение в той или иной форме. Поэтому, а выберут они сами. Это их предпочтение. Скажите, как справиться с тревожностью за будущее своих детей? Два окмага. Потому что, да, тревожность очень. Это когда начинаешь думать, такое самозарождение начинается в голове, это просто на таких скоростях. Поэтому очень тревожно на самом деле. Поэтому Аллахка и манет. Вот что я могу сказать. Это только дуа, только Аллаха ялвармага, я раб маллам, балларам хайден чекдеп, вот озан ярдам чолды. Потому что ты их не опережешь. Вот. Это нет такого, да, вот, допустим, вот ты там нашел своему ребенку правильный путь, и вот он по этому правильному пути будет всю жизнь счастливо идти. Нет, не так. И от тебя ничего не зависит, кроме, опять-таки, настроек в голове твоих детей. Все, больше ты ничего не делаешь. Понимаешь, любишь, по голове гладишь, целуешь. Все. Вот родной язык. У нас сейчас крымско-татарский язык в таком положении, да, и вот все наши учителя, наши филологи, все специалисты трубят о том, что нужно разговаривать на родном языке в семье. Вы знаете, немножко расскажу свою ситуацию. Когда родилась старшая дочь, мы с ней разговаривали на крымско-татарском языке. Она немножко позже начала говорить только когда пошла в садик. Ну, нам специалисты, логопеды, психологи порекомендовали: отведите ребенка в среду, чтобы он среди маленьких детей был, потому что дома были взрослые только. И с ней мы разговаривали на крымско-татарском языке. Отдали в русский садик, русскоязычный. Она начала разговаривать сразу, но начала разговаривать на русском языке. И тут родился сын, и, в общем, получается, ребенок с сыном разговаривали на русском языке. И у нас так получилось, что дети начали между собой, и основным языком стал русский язык. Потом, когда они должны были пойти в школу, мы отдали, конечно, в нашу национальную школу. И я об этом не жалею ни минуты, потому что они начали учить язык, начали понимать, разговаривать. Но опять же, основным языком у нас является русский язык. Как вот действовать в этой ситуации? Как ваш опыт вот в такой ситуации? Ну, у меня тоже дети не говорят на крымско-татарском, хотя изначально в семье мы говорим только по-крымско-татарски. До того, как они пошли в садик, вот как вы сами говорите, они говорят только на крымско-татарском, причем на таком хорошем крымско-татарском. Здесь я уже буду не как просто как мать говорить, да, а как профессионал. То есть здесь очень важно целый ряд, вернее, это даже какой-то комплекс. Прежде всего, да, это разные уровни интерпретации языка, как бы так сказать. То есть есть уровень внутрисемейного общения, это бытовой язык. И очень важно, кроме всего прочего, вот этот язык помог нам в депортационный период сохранить вот именно этот уровень языка. У меня Карабам всегда говорил: «Босаган кечтингазам рустин бельгингазм унтасыз». Вот это позволило нам сохранить бытовой язык. Крымско-татарский язык был языком внутрисемейного общения. Кроме всего этого прочего, он создавал, да, такую вот эти вот, я уже когда задумываюсь, вот эту вот базу, да, владение языком позволяло тебе оставаться крымским татарином. Позволяло тебе, будучи в системе, сохранять свою идентичность. Это было важно. Период возвращения крымско-татарский язык также остается, и он и сейчас остается очень важным фактором идентичности, да, то есть владеешь языком, ты крымско-татаром, не владеешь языком, совесть твоя как бы так нечиста, но ты остаешься крымско-татаром, и ты понимаешь, что это твоя боль, что ты обязан владеть языком, что должен сохранить язык. Что касается сохранности языка, это целый комплекс мероприятий, как на уровне семьи, так и на уровне государства, общества, системы образования и так далее. То есть это предмет отдельного разговора. Как сохранить язык? Его, как опять-таки,
это вопрос, опять, на уровне бытовом, мы еще как-то его сохраняем. Ну, если бабушки, дедушки и мамы, и папы себя правильно ведут, Да. то есть, в принципе, мы его можем сохранить. Это наше Мгм. поколение еще говорящее на языке. Тут больше вопрос такой институционализации этого процесса. Что с системой образования? Что с государством? Что с законодательной базой? То есть это все в совокупности. Мгм. И самое, знаете, мне в этой истории, что печальное, что мы богатство нашего языка представляют наши диалекты, а мы их теряем. К сожалению. Да, мы вот эта вот диалектность нашего языка, это очень важная вещь. Многие говорят, ну вот чешский язык восстановили после войны, вот иврит восстановили, да, иврит восстановленный язык. Вот. Но для нас восстановить язык – это технически его восстановить, а содержательно. То есть здесь, опять-таки, это комплекс мероприятий. И вот сейчас я это примитивно достаточно сказала, на самом деле это сложный, большой, разнонаправленный, разноуровневый комплекс, направленный на сохранение языка. Много разных площадок сейчас, да, разного контента, и там игрового контента очень много, центров развития много. Это все хорошо. Но языковая среда крымско-татарская не крымско-татарская. Не крымского. А это важно. Еще очень такой момент интересный. Посмотрите, одним из признаков потери языка является язык, на котором говорят дети, играя. Да. Игры детей очень глубоко подчеркивают этот социальный контекст в целом. У меня сестренка двоюродная, когда маленькая была, они играли в игру «Прописка». Вот, многие дети играли в стройку. Да? Когда одна выходила, надевала пальто, выходила за двери, через минутку возвращалась, и вторая спрашивает: «Не, я с Мадларом». Так, «Экины, да я с Мадлар». «Ай, да, говорит, яран бараться». Вот это вся игра была, понимаете? То есть игра – это же освоение ребенком действительности, это интерпретация ребенком действительности. Наши дети сейчас играют между собой, играя, разговаривают не на крымско-татарском языке. А многие скажут, что они вообще не разговаривают. Вот. Это очень важно. Но опять-таки сохранение языка – это очень-очень большой комплекс разных уровней, разной субъектности. Но это не значит, что родители снимают с себя ответственность. Нет, родители очень важны. То есть ты бы, если дома разговаривать на крымско-татарском языке, и только на крымско-татарском, да. У меня есть студентка одна, которая со своим ребенком разговаривает на крымско-татарском и английском. То есть вот в тех рамках, в которых мы можем действовать, мы должны действовать именно так. В семье. Вот как господин сказал, если хочешь помочь народу, начни с того, что доступно, да? Да. Он так, ну, сейчас перефраз такой небольшой. Ну, вот, да. Вот ты можешь сейчас со своими детьми разговаривать на крымско-татарском? Иди и разговаривай со своими детьми на крымско-татарском языке. Да. А потом все остальное. Читай историю, покупай книги, рассказывай, поставь в конце концов прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Вот, то есть включай их в этот контент. Помните, было одно время, когда было очень много крымско-татарских мультфильмов? Да. Как дети говорили на крымско-татарском языке? Как популяризировался язык? Вот так. Вот и это важно, и это правильно. А сейчас этого не хватает. Ну, сейчас они смотрят на английском языке. Или вообще, да. без разговоров всяких. Скажите, можно ли привить ребенку любовь к языку? Можно. Ребенок должен испытывать гордость за свой язык. Мне, например, как-то сын сказал: «Ана, сенен гайры крым татарджи башка баркам села фетми». Мне говорят: «Ну вы по-крымско-татарски, он же вам по-русски отвечает, а смысл?» Нет, это очень важно. Да, отвечает по-русски. Да, я с ним на крымско-татарском, мне отвечает по-русски. Да. А да. вы делаете замечания? Ну да, периодически бью там кулаком по столу. Насколько это возможно, да? Насколько это возможно. Все равно мы же понимаем, что больший объем информации они получают на русском языке, поэтому они мыслят по-русски. Они выдают полученную информацию на русском языке. Так. Но все равно это не значит, что мы должны сказать: да, все, ладно, и не надо. Не знаю, то не надо. Нет. Вот хотя бы маленькими шагами, хотя бы просто за столом. Вы декан факультета, филологического факультета, и скажите, пожалуйста, мне, уже вот в возрасте, да, в подростковом возрасте, возможно ли
выучить крымско-татарский язык, учась вот на факультете? Но это не мой факультет, это факультет коллег, А, факультет крымско-татарского языка, литературы, отдельный, истории и да, искусств. факультет? Да, да. А у нас филологический факультет. У нас английский русский, английский украинский, английский турецкий, английский немецкий. А. Вот. Но язык выучить-то можно всегда. Ну, Было бы английский желание. можно Так выучить, а в чем немецкий можно, отличие? и И крымско-татарский можно. крымско-татарский можно. А почему нельзя? В чем принципиальная разница? Ну, я не знаю, я просто хотела узнать у вас, вообще вот какие сейчас методы преподавания языка. Ну, если вы говорите, что это не ваш, Это не мой факультет, не ваш поэтому мне, да, факультет. мне было бы... Это... У нас просто был общий факультет Да, филологический, да, а потом его а там поделили. были отделения. А у вас отдельно, Да, да? у нас отдельный факультет, поэтому... Ну да, вот язык можно выучить. Главное было бы желание. Было бы желание, и опять-таки это усилие, это твое целеполагание и целедостижение. Вот у меня очень много знакомых, кто уже в таком возрасте, таком не юном, учат язык. А еще ж плюс ко всему, даже если на бытовом говоришь литературно, то это совсем другой язык. Да. Ну не то, что совсем другой, но это другие навыки, это не в семье. То есть в любом Это не случае в семье. его надо в любом случае учить. Да. Это совсем другой язык. Вот если человек знает бытовой язык, понимает его, говорит на нем, но он берет в руки газету или открывает новостной канал, он ничего не понимает. Но с другой стороны, раз не понял, два не понял, на пятый раз хоть что-то из контекста поймешь, а слов будет больше. То есть в любом случае вопрос языкового пространства, языкового ландшафта. Недавно была на конференции, мне очень, ну, эта тема актуальная, лингвистический ландшафт. Вот и коллеги в России и в Иркутске описывали лингвистический ландшафт, Иркутск, Якутск, Мгм. еще какой-то город, честно, вскидку не вспомню. Они анализировали названия, разные названия в пространстве города на местном языке. Мгм. И у нас тоже такое, я как бы задумался, я не думала об этом, а задумался, а действительно, посмотрите, а пространство-то языка наше же заметно. Да. У нас очень много названий крымско-татарских, у нас много слов в дискурсе, да, крымско-татарских. Много даже вещей, когда не крымские татары используют эти слова для обозначения. Даже кофе не говорят уже часть, да, говорят, каве говорят, зачастую, да. Да. Вот. Это очень правильно. Вот. То есть языковой, лингвистический ландшафт в Крыму, крымские татары, он является частью этого ландшафта, они его определяют. Вот. Но это не значит, что на этом поставить точку, все, ура, там ресторан, ну, как там, крымско-татарским названием, да, названием, не в этом дело, а в том, что в общем у крымских татар языковая среда, лингвистическая среда не крымско-татарская. Да. Вот. Язык сохраняется тогда, когда она своего народа, языковая среда крымско-татарская. Скажите, пожалуйста, сейчас вот многие из наших соотечественников уехали, да, по тем или иным причинам, они живут вне Крыма. Скажите, вот в контексте языка это вообще вот проблема? Это проблема. То есть, ну, они же могут разговаривать, смотреть новости на крымско-татарском языке, читать газеты. Вы знаете, вот как-то вот мы много таких, как бы обмениваемся мнениями. Многие говорят о том, я не знаю, насколько, правда, это верифицировано, да, но многие говорят о том, что как только ты выезжаешь за пределы Крыма, ты становишься больше крымским татарином, чем будучи в Крыму. Да, я тоже слышала такое. Вот. Они больше говорят на крымско-татарском языке. Да. Я даже по себе замечаю, да, все, ты перестаешь говорить не на крымско-татарском языке. Не знаю, может, это наша как бы такая наша особенность какая-то такая, что нам нужно какие-то угрозы вне крымскости, да, такой контекст такого, чтобы сохранить язык. Я не про это сейчас, я не знаю. Вот. Но я ни в коем случае не говорю и не хочу говорить, что это хорошо или плохо, там вот зачем. Я не скажу, потому что каждый в своей ситуации уезжал сам, каждый знает, почему он это сделал и какой ценой ему это дается. Вот, поэтому я не буду ни осуждать, ни призывать к выезду. Я просто еще раз говорю, каждый этот контекст и цену этого знает сам. Нет. Мы здесь. Мы здесь. Да, мы здесь. И Крым по венам. Да, и это важно. И крымско-татарские очки у нас везде. Я себя на этом поймала, может, вы себя на этом ловили. Куда бы ты ни ехал, ты везде видишь Крым. Да.
Вы знаете, мы даже вот разговаривали со своим другом, он турк, и мы у него спросили, вот в Турции есть такие вот такой ландшафт, такая природа, как в Крыму. То есть сейчас я себя словила на мысли, что мы постоянно везде у нас вот эта мерка, да, или я не знаю, вот эти очки. Да, да, крымско-татарские очки. На самом деле, знаете, вот я тоже ездила в октябре месяце в Эскишехир, Стамбулу. Я думаю, вай, а бог Крымонабельный уши, вай, бог Крымонабельный уши. Действительно, ты везде видишь Крым. Ты везде видишь Крым. Вот. И там, где что-то не похоже на Крым, оно не откликается. Да, оно восхищает, да, оно цепляет, но если оно не похоже на Крым, оно вот туда вовнутрь как-то не заходит. А откуда вот такая любовь к Крыму, к родине? Но в нашем поколении воспитанная. Воспитанная на рассказах бабушек и дедушек о депортации, о Крыме, о том, что это самое лучшее место на свете. Я очень хорошо помню, когда это были 80-е годы, когда речь шла о Крыме, Карбабам Рахматович, он плакал. Он тут же Крым да Аглайч Берееда. Вот для нас что-то из Крыма, вот я всегда говорю об этом, и детям своим говорю, вот эти яблочки Синап или Кандиль, это вот самый мой любимый сорт яблок, потому что нигде, кроме Крыма, они не растут. И вот на семью привозили, давали 2 яблочка на семью, на большие семьи это яблочко делилось, чтобы у каждого был кусочек вот это вот яблочко. Для меня в детстве Крым был вот этим яблочком. Вот образ яблочек сейчас в крымско-татарском дискурсе популярный, да? Да. Вот у каждого про свое яблочко есть о чем сказать. Вот для меня яблочко это Крым. Вот. Это всегда было важно. А Крымда дегенде это было чем-то таким надбренным таким, да, таким вот это что-то волшебное, это что-то вечное, это что-то уникальное. Вот, и это было важно для нас. Что самое интересное, дети понимали, да, вот, что это важно. Да. Я помню, еще раз говорю, я сейчас говорю вам, вы зацепили такие струны. Я помню, как рассказывали про депортацию. Это всегда было со слезами, и всегда о Крыме говорилось. Вот. И всегда Крымхакай Таджахмас, это даже не обсуждалось. Это вообще, это даже сомнений в этом не было. Крымхакай Таджахмас и все. Вот мы еще застали то поколение, которое было депортировано, да, их уже очень мало остается, но мы жили со своими дедушками, бабушками, мы слышали это, мы знали это, мы впитывали эту любовь, их любовь впитывали и понимали, что мы тоже любим Крым. Как эту любовь передать нашим детям? Они же не видели, они не жили с этими бабушками и дедушками, они не видели их слезы, они не видели тягот вот этого переезда. Рассказывать, как нам рассказывать, так и им рассказывать. И возить по Крыму, возить и возить, чтобы они понимали, насколько Крым прекрасен. Просто возить по Крыму. Вот мы здесь вот с вами роскошь, вот мы живем в Бахчисарае, он весь пропитан этим. Вот. Но мы не знаем. Поэтому нужно знать историю, учить, давать детям, подсовывать книги, чтобы они читали. А нашим ученым, писателям создавать такой контент, чтобы дети хотели это читать. И, в принципе, работникам такой вот визуализации этого всего. Очень много проектов хороших, но дети должны на понятном языке. Нужно об этом говорить. Говорить. На их языке. На их языке, на понятном в понятном для них формате. Да. Но они сейчас совсем по-другому все воспринимают, все должно быть быстро, красочно. Значит, так и делать. Быстро, Значит, красочно так и рассказывать, да, чтобы слезу пробивало. А по-другому нет. Если эмоций нет, то не зацепит. Вот так. Вот очень, я честно скажу, в Бахчисарае мы здесь с вами живем, в Евпаторию отвезти, показать, вот он Капы-базар. Вот, Судак показывать, то есть возить детей, чтобы они проникались этим, пропитывались этим, просаливались этим. Вот. Но, опять-таки, со своими знаниями. То есть воспитать любовь к Крыму, это да, это мы можем сделать. Это в наших силах. Это в наших силах, да. Но для этого мы сами должны знать и любить. Опять-таки возвращаемся к первому вопросу. Какой должна быть женщина? Знающей должна быть. Должна быть Да, знающей. чтобы ты мимо идешь и расскажешь, вот в этом здании было вот это, в этом здании было вот это. И кто там жил, и Да. И с чем это не просто мимо проезжать. Вот. А мы везде, мы постоянно пересекаемся, мы всегда постоянно это видим. какой образ родителя
должен быть перед ребенком, ну вот это вопросы самореализации, Самореализованного. самореализованного. Да, и не помешано там на успехе формальных каких-то показателях. Я не про формальные показатели, не про статусы, не про деньги, не про формализацию. Я про внутренние ощущения. Вот, удовлетворенного собой. Если родители, мать особенно, не удовлетворена, я не готова сейчас говорить про отцов, просто не готова говорить. Мне в свое время отец, вот мне, наверное, философия отца больше такая, да, он сказал, всегда мне говорит, никогда ни на кого не рассчитывай, вот, и все делай всегда сама. Вот, никогда, ни от кого ничего никогда не жди. Вот во мне это такая, ну, как прям пропитка какая-то такая вот, ну, на самом деле так. То есть я не готова сейчас говорить про отцовскую сторону, нет, не знаю. А про женскую могу сказать, да, что думаю, что мать должна быть благодарной вообще во всем. Благодарной Всевышнему, благодарной своим родителям, благодарным своему мужу, благодарным своим детям. То есть вот это ощущение благодарности, что решает тогда многие вопросы. Не знаю, насколько сейчас понятно об этом говорю. Когда человек благодарен, он на многие вещи смотрит по-другому. Вот эта вот благодарность важная, то есть очень важно. Вот Аллаха бин чошкур, ильхамдулиллях дагенши, это очень правильная штука. Да? Благодарен каждому дню. Потом мать должна все-таки быть достаточно позитивной. Нельзя занудствовать, нельзя постоянно отравлять свою жизнь. Токсиком быть нельзя. Для современной женщины в своей семье, если ты хочешь, чтобы твои дети чего-то достигли, токсиком быть нельзя. Да, у меня там детские травмы, и папе и маме нельзя быть токсиками, это само собой. Детские травмы, иди лечись, психологов много. Да, то есть вот этого нельзя делать. Да, меня в детстве не любили. Ну что сделаешь? Ну, что, иди, значит, разговаривай, что там делай с собой. Да, чтобы ты на своих детей это не провоцировала. Потом мать должна быть не позитивчиком, да, таким ходячим, адекватным. То есть человек не должен вот это все-таки от удовлетворенности, от благодарности исходит. Вот, конечно же, интеллектуальным. Много читающим, много думающим, размышляющим и так далее. Ну и порядочным, и честным. Вот это все, вот в этом все. Это все друг в друга пропитано. Его же даже не разделишь. Вот здесь это честное, а вот здесь это вот интеллектуально. Нет, это все как-то в одном такой термоядерной смеси. Но это важно. Важно твое отношение к жизни. Потому что бы ты ни говорил, твое отношение видят. Может, и об этом не говорить. Вот, поэтому вот так. Это интересно. Очень сложно. Сложно быть родителем. Конечно. Особенно для таких детей, как они. Честно. Я не знаю, каким надо быть родителем и каким быть учителем, чтобы они тебе верили, и твое слово было для них важным, и быть для них авторитетом. Я, честно, не знаю. Я даже не знаю, авторитет ли я для них между нами. Это мы спросим у них, да? Спросите. Чох сау. Алла разы olsun. Я очень рада, что вы нашли время, пришли к нам, получила удовольствие и надеюсь, что все получат удовольствие от нашего с вами разговора. Саунас, надеюсь, что я даже еще раз не претендую на вот только на исключительность. Нет. Я всегда студентам говорю, я провокатор. Вот если вы после моей лекции ушли, посмотрев на что-то по-другому, даже если вы о чем-то задумались, все, я своей цели достигла. Не надо со мной соглашаться. Не надо этого делать. Мне не нужно ваше одобрение. Мне нужно, чтобы вы на многие вещи посмотрели нестандартно. Не так, как вы привыкли. Посмотрели, почитали, даже засомневались. Это уже хорошо. Поэтому... Саунас.